Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутии дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны быть расселены к началу сентября 2025 года. В республике на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья выделяется 1/6 часть средств, которые заложены в федеральную программу. Также республика выделяет и дополнительные деньги. По данным на конец прошлого года переехали в новые квартиры порядка 23 тысяч жителей республики. О ходе реализации программы переселения из аварийного жилья расскажет гость в нашей студии Сергей Колбанов, исполняющий обязанности директора учреждения дирекции жилищного строительства. Сергей Семенович, здравствуйте. Насколько сегодня аварийный фонд в Якутии велик и как в целом ведется работа по ликвидации аварийного жилья? Реализация программы переселения в нашей республике, как вы подчеркнули, очень масштабная программа. 1/6 часть всего объема Российской Федерации. Предусмотрено в программе расселение 1 136 000 квадратного метра. В данное время расселено 491 тысяча квадратного метра. В программу включены дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Дальше программа все равно работает. Муниципальные районы образования признают аварийными. И признанными аварийными с 2017 года уже в нашей республике составляет более 1 миллиона тысяч квадратных метров, где это порядка 2500 многоквартирных домов. А сколько средств предусмотрено на ликвидацию аварийного жилищного фонда? На ликвидацию данных аварийных площадей предусмотрено порядка 120 миллиардов рублей. С фонда развития территории выделяется порядка 90 миллиардов рублей. На сегодняшний день реализовано 47 миллиардов рублей. Построено по всей республике 184 многоквартирных дома. И на сегодняшний день строится по всей республике 90 многоквартирных домов. А в каких случаях можно получить денежную компенсацию вместо предоставления нового жилья взамен как раз-таки аварийного? Согласно 185-му федеральному закону о фонде содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства и согласно 32-й статье Жилищного кодекса, собственник, я подчеркиваю, собственник имеет право выбрать способ расселения. Во-первых, может приобрести жилое помещение на первичном или на вторичном рынках. Во-вторых, собственник имеет право получить денежную компенсацию за изымаемое жилое помещение. А как высчитывается, рассчитывается эта денежная компенсация? Сколько в целом могут получить граждане-переселенцы за 1 квадратный метр? Данный вопрос регулируется 135-м федеральным законом об оценочной деятельности Российской Федерации. И компании, которые имеют разрешение на такие виды деятельности, проводят оценку жилого помещения аварийного, включается в оценку стоимость аварийного жилья, стоимость доли площади общего пользования, рассчитывается доля земельного участка под аварийным жильем и расходы на переезд, расходы на аренду жилья рассчитываются для определения стоимости аварийного жилья. После получения заключения о стоимости аварийного жилья собственник направляет в свое муниципальное образование, которое перенаправляется в дирекцию жилищного строительства, где мы рассматриваем данный вопрос
подписывается соглашение с собственником и с муниципальным образованием. И после госрегистрации в органах регистрации происходит выплата денежной компенсации. А насколько быстро происходит выплата? Ну, это зависит от расторопности, от взаимодействия всех органов, всех участников данного действия. Но ранее в средствах массовой информации была опубликована новость о том, что жители аварийных домов арктических районов по программе переселения граждан из ветхого жилья начали получать жилье в Якутске. На каком этапе сегодня работа по расселению данных категорий граждан и где в целом ведется реестр? Да, вот данный вопрос уже второй год уже работает. С районов уже поступило много заявок. Да, вот жители районов крайнего арктической зоны и труднодоступных ночлегов могут переселиться в город Якутск. Для этого собственник, гражданин, направляет заявку также в администрацию муниципального образования, которая поступает в дирекцию жилищного строительства, и мы начинаем работать по данной заявке. В данное время поступило с арктических районов где-то порядка 200 заявок. Для этого в городе Якутске строится 7 многоквартирных домов в микрорайоне Звездный, сектор С. В этом году 7 домов должны быть введены. Строится инфраструктура для этого микрорайона. Ну, все жители в прошлом году, наверное, почувствовали закрытие улицы Чернышевского. В связи с плодотворной работой главы республики, слаженной работе первого заместителя председателя правительства Бычкова Кирилла Евгеньевича, курирующего строительный комплекс, и в целом Министерство строительства, в прошлом году получен инфраструктурный займ для развития нового микрорайона. Ну, скоро уже, я думаю, появится новый шикарный микрорайон в южной части города Якутска. А жители арктических районов и труднодоступных, они могут претендовать на жилье только в городе Якутске или где-то еще по республике? Да, вы правильно подчеркнули, Валерия. Не только в город Якутск, они могут выбрать любой иной муниципальный район или в город в пределах нашей республики. Ну, давайте еще немного поговорим про арктические районы. Как вообще в целом продвигается реализация программы переселения в самой Арктике? И сколько домов для переселения планируется именно там ввести? В арктической зоне имеются особенности в строительстве. Реализация данной программы началась с этапа 2020 года. Мы дали им время подготовиться. И с 2020 года в арктической зоне построено 22 многоквартирных дома. В данное время в 8 арктических районах строится 11 многоквартирных домов. И в планах на 23 и на 24 годы этапы, которые заканчиваются, вот, как вы подчеркнули, в сентябре 25-го, в планах строительство 30 многоквартирных домов. Да, вот Арктика немного развивается, все районы дружно взялись за работу, и не так много, но строим. Ну, а попадают ли в программу переселения из аварийного жилья, например, частные дома? К сожалению, нет. Я сразу отвечу коротко. Согласно 116 статьи, если не ошибаюсь, 185 закона о фонде содействия реформированию ЖКХ, в программу переселения попадают только многоквартирные дома. К сожалению, частные дома не могут попасть. А кем контролируется строительство жилья для переселения? Государственные полномочия по контролю за ходом строительства объектов
переселения, и не только. Полномочия имеет Управление государственного строительного и жилищного надзора республики. Инспекторы данного управления регулярно и систематически выезжают на объекты, хоть они где строятся, но все равно выезжают, смотрят, контролируют за ходом строительства. И помимо управления строительного надзора, у нас в дирекции имеется отдел мониторинга, который тоже проводит свой мониторинг, контроль за ходом строительства и за качеством строительства. Также еще, согласно соглашениям с муниципальными районами, в каждом районе имеется своя комиссия по контролю за ходом строительства, в которых в состав комиссии входят ведомства, граждане и общественные организации. Ну, контроль со всех сторон имеется. Ну и в конце хотелось бы спросить, жители все-таки переселяют из аварийного жилья в новые дома, и, соответственно, вот это вот аварийное жилье, оно уже не актуально. Сколько планируется ликвидировать домов аварийного жилья в столице республики до конца вот этого года? Город Якутск реализовывает свою часть программы, ну, на пятерку можно назвать. В этом году должны переселиться 8 тысяч квадратного метра, и программа по городу Якутску заканчивается. Сейчас начинается с 2010 года комплексное развитие территории. У всех на слуху расселение 17-го квартала. Сейчас называется микрорайон Северный. Ну, по городу Якутску расселение идет хорошо. В этом году, я, как говорил, будут введены 7 домов в микрорайоне Звездный, и на Портовском районе Кузьмина застройщик «Оптимастрой» ведет еще 1 дом. Сергей Семенович, спасибо вам большое, что пришли, подробно ответили на все наши вопросы. Желаем двигаться такими же темпами, расселить всех людей, которые в этом нуждаются. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.